я больше, то есть, люблю... А что хотят? Не, я больше люблю, наверное, на развитие, то есть мы можем дать свои компетенции. Давай, Рус. Всем привет, добрый вечер. Как у всех настроение? Сегодня у нас такой очень интересный вечер. Очень много запросов было на тему инвестиций. Давайте я представлю сначала. Меня зовут Гульнара, все, наверное, меня знают. Это у нас гости сегодняшние, которые к нам приехали. Очень интересные. Всех представлять буду еще в течение сегодняшнего выступления. И очень, наверное, популярная тема у нас в Татарстане, и не только в Татарстане, это на тему финансовых пирамид, нашумевшие, наверное, последние, все слышали Финика, да, и очень интересный крах, наверное, или как-то так сказать, и Антарес, Френдекс, такие. И самое главное, сегодняшняя наша тема, как не попасться на такие пирамиды, а как обходить их. И, конечно же, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, нашумевшие названия, да, такие интересные. И сегодня у нас в гостях очень интересные люди, которые расскажут нам об этом, как не попасться на это. Приветствую, меня зовут Евгений Исаев, мне 28 лет, занимаюсь вообще финтехом, инвестициями в развитие блокчейн-технологиями и то есть, в рынке криптовалюты уже на протяжении 4 лет, 2017 года. То есть большой бэкграунд именно с разработкой, с IT-компаниями, понимание рынка, как сформирован этот рынок. И то есть на сегодняшний день очень видим большой всплеск разных компаний, и то есть зачастую многие в эти компании не погружаются и не изучают. Вот. И в первую очередь, то есть надо понимать этот рынок именно как с точки зрения технологий. Сразу представлю, наверное, вообще команду, с кем, своих друзей, близких, с кем прошли не один год уже совместной работы, и большой бэкграунд именно у каждого именно в предпринимательстве, в криптовалюте и в инвестициях. Начну, наверное, с Руслана, то есть это молодой криптомиллионер, именно который создал себе состояние в рынке блокчейн-технологий именно в криптовалюте, не в каких-то проектах, а именно в изучении проектов, которые есть уже на биржах, в рынке акций. Большой бэкграунд работы сведения команд, то есть это проекты, которые позволяют любому человеку на сегодняшний день получить знания и начать разбираться. У него свое комьюнити более 4000 человек, которые постоянно обучаются именно технологиям мышления, правильного инвестирования, как заходить в рынок. То есть любой человек может зайти с минимальной суммой и начать сам разбираться, открывать правильно биржи, какие скачивать кошельки себе, на каких кошельках правильно держать, какая безопасность есть. И то есть очень большой бэкграунд в этом плане. Ренат Мансуров, это легенда вообще сетевого рынка. Больше 13 лет в рынке, но это реально легенда в России сетевого рынка. Представлю своего друга Ахмада, это человек с опытом более 15 лет предпринимательства, является на сегодняшний день является русско-арабский переводчик посольства. Вот, также работа с Эмиратами более 6 лет, именно традиционного бизнеса, построения логистики, именно в товарном бизнесе, международный предприниматель. Вот, а наша Мариночка любимая, это очень прекрасная вдохновительница. Мама, это жена, супруга Рената Мансурова. Вот, у нас такая, дружная сегодня компания. Дадим такое антикризисное решение, покажем, то есть, давайте, наверное, я больше, то есть, люблю... А что хотят? Я больше люблю, наверное, на развитие, то есть, мы можем дать свои компетенции. Давай, Рус. Рус, наверное, сейчас задаст пару вопросов нужных, чтобы понять, какую информацию более ценную для вас дать. Поэтому, то есть, встречайте вопросы. Да, всем здрасте. Я, по вашему позволению, буду сидеть. А какая цель вообще здесь у вас, у каждого? Кто смелый? Я снимаю. Что хотите? Да, красавчик. Я вкладываюсь
вкладываю деньги в ценные бумаги, в акции, облигации, и вот хочу сейчас в криптомир уйти. Скажем так, у меня совсем базовые знания, и я вот хочу углубиться в эту тему и начать зарабатывать уже там. То есть не как трейдер, а как инвестор. Вот. И поэтому по крупиночке сейчас собираю информацию, и когда ты напрямую видишь человека, который уже зарабатывает на этом, это вообще это супер удача, которая мне вот сейчас попалась. Огонь. Что хочешь от этого рынка? Денег. Иксы. Денег хочу. Что хочешь? Денег хочется. Сколько? Чтоб в сумку не влезло. Ну, изначально это зависит от моей первоначальной суммы вложений. Да, то есть, ну, пусть это будет там 100-200 тысяч рублей на старте, и каждый месяц я планирую вкладывать определенную сумму. И я так думаю, ну, как бы первый выхлоп ждать, ну, примерно через полгода, через год. То есть это не мгновенные деньги, это я понимаю. А сколько уже хочешь? Ну, на самом деле, недели 2, наверное, только. Да. И еще очень важно вещи своими именами называть. То есть, если ты ждешь выхлоп, то ты получишь выхлоп. Если ты ждешь профит, то ты получишь профит. А я таких вещей еще не знаю. Поэтому что лучше такое прибыль профит? ждать, чем выхлоп. Хорошо, жду прибыль. Выхлоп вон финика дождались. Я такое не жду. Вот, это Я жду важно. прибыль. Хорошо, спасибо. Денис просто переводит на понятный язык Ну, некоторые слова. хорошо, я просто, да, не знаю там многих шучу. терминов. Не, это наоборот хорошо. Не, ну надо просто правильно. Ну, да, я соглашусь, да. Здесь перед вами реально сидят люди с очень большим результатом. Вот просто с очень большим. Я не знаю, я в первый раз у вас, и я не знаю, какие люди у вас здесь были, но я как бы понимаю эту жизнь, что если ты живешь, как бы, да, то есть ты можешь сесть в лодку, у тебя на ней есть весла, ты можешь плыть просто по течению, и как бы и ничего не будет происходить. То есть ты просто будешь плыть как бы в никуда. А ты можешь как бы понять, куда ты плывешь, допустим, на тот берег, да, и воспользоваться веслами. То есть, понимаете вот эту аллегорию небольшую, да? Поэтому давайте мы с вами в голове хотя бы поставим задачи, чтобы ваше присутствие, да, не было похоже на то, что вы плывете по течению, и от сегодняшнего вечера вы возьмете максимально.